Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. Доклады из разных стран и обсуждение новейших технологий. В Мирном прошла международная научно-практическая конференция. Дороги, которые мы затираем. В Ленске ведутся работы по обновлению дорожного полотна. Прыжок к свободе, незваный гость и другие темы кинотавра. Фильм якутского режиссера Владимира Мункоева принимает участие на главном российском кинофестивале. Минобрнауки отметит знаками отличия ветеранов и молодых ученых. Приказ о ведомственных наградах вступит в силу с 19 сентября. Лицам, удостоенным почетного звания, будут вручать соответствующие нагрудные знаки. К награждению может быть предоставлено не более одного человека в год от организации со штатом не менее 200 сотрудников. А в годы юбилейных или памятных дат министерства или организации число представленных к награде может быть увеличено в 2 раза. Технология строительства сверхглубоких карьеров, новые технологии в горном оборудовании и многое другое. В Мирном прошла международная научно-практическая конференция «Горнодобывающая промышленность в 21 веке. Вызовы и реальность». Мероприятие такого уровня проводится в столице Алмазного края уже в 4-й раз. В этом году его приурочили к 60-летию института, а также году науки и технологий. Более подробно расскажет Иванна Филиппова. Порядка 100 участников собрала научно-практическая международная конференция в Мирном. В связи с ограничениями более 100 человек подключились в режиме онлайн. Ученые из 19 городов России, а также 7 стран представили свои доклады. Германия, Ангола, Испания, Австралия, Финляндия, Белоруссия и другие. Как отмечают организаторы, ценность этой конференции в том, что здесь ставятся и обсуждаются актуальные задачи. Вопросы горнодобывающей отрасли по научным направлениям, инновационным технологиям, по подготовке кадров. Мы, конечно же, нацелены на решение этих научных задач, подготовка кадров для этих направлений. В том числе с Днепроалмазом мы сотрудничаем уже много лет, много выпускников Иркутского политеха работает в компании. И мы также выполняем часть научно-исследовательских работ в интересах как института, так и в целом компании «Алруса». Во время работы секций свою продукцию представили различные компании. Представитель немецкой фирмы «Паус» рассказал о новшествах горно-шахтной и горнорудной техники. Сегодня технологии, применяемые в горнодобывающей отрасли, не стоят на месте. Появляется высокопроизводительное оборудование, растет цифровизация производства. Очень активно развивается цифровизация. Значит, здесь делают не только цифровые модели месторождений, но и применение цифровых моделей в управлении, при добыче алмазов, при их обогащении и так далее. То есть это направление тоже, конечно, является очень перспективным. Как отметили организаторы, все работы, представленные на конференции, заслуживают внимания. Некоторые новаторские идеи применят и в алмазной компании. Мы оценили, рассмотрели лучшие практики и для себя наметили, что нам нужно сделать в этом направлении, в том или в другом направлении. Сегодня мы идем к вопросу о возрождении мира, проработке подземного рудника для Айхальского ГОКа, и так далее. То есть мы в оптимизме смотрим, что есть у нас технологии и будут проекты, которые позволят реализовать наши задуманные планы. По итогам конференции сформирован проект плана действий алмазной компании на ближайшие 10 лет. Лучшие идеи будут воплощены в жизнь. Иванна Филиппова, Артур Голиков, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». В Ленске закатывают в асфальт участок дороги возле храма. Это отрезок улицы Каландаришвили от кольцевой развязки до набережной. Общей площадью 1700 квадратных метров. Все контракты по асфальтированию дорог в этом году были заключены в поздние сроки, поэтому на объект подрядчик вышел только в сентябре. На этом небольшом участке работает 5 единиц техники. Асфальт укладывают в соответствии с техзаданием в 2 слоя толщиной 8 сантиметров. Но материал мы заказывали с Ангарского НПЗ. Материал к нам пришел все строго по договору, то есть 4 августа наш контейнер пришел и был погружен в Киринский речной порт.
Но в связи с чрезвычайными ситуациями, которые у нас тут происходили, да, межрегиональный ЧС, который был объявлен, наш контейнер в город Ленск поступил только 2 сентября. То есть это нонсенс, целый месяц он практически у нас шел с Усть-Кута до города Ленска. Глава Якутии поздравляет с Днем работника леса. Айсан Николаев отметил, что прошедшее лето для работников лесного хозяйства Якутии стало настоящим испытанием на прочность, вызванным небывалыми природными пожарами. Однако благодаря слаженной работе федеральных и республиканских сил, местных жителей и добровольцев со всей страны нам удалось преодолеть сложнейшие испытания. Сегодня, благодаря поддержке федерального центра, в Якутии ведется планомерная работа по улучшению материально-технической базы лесопожарных формирований, условий труда лесничих и работников лесной отрасли и привлечению и поддержке молодых кадров. В Нерюнгри прошла ярмарка «Урожай года-2021». Расширенная продажа сельскохозяйственной продукции, товары с огорода, личных подсобных хозяйств. Об осенней ярмарке в материале наших коллег. Традиционная осенняя ярмарка «Урожай года» встречает своих покупателей разноцветием овощей и разнообразием фермерской продукции. Несмотря на то, что осенняя погода, настроение у всех участников ярмарки ярмарочное. За много лет осенняя ярмарка стала доброй традицией в Нерюнгринском районе. Приобрела своих постоянных участников и покупателей. На прилавках представлены овощная, мясная, молочная и колбасная продукция гостей из улусов и местных производителей. Работаю в этом поприще 25 лет. Значит, свиней у меня сегодня 9 голов на забой, остальные растут. А коровок 10 дойных плюс 7 телят, 17 голов КРС. Кролики, курочки, все прочее. Для всех присутствующих был организован небольшой концерт с участием творческих коллективов. Нерюнгринцев с открытием ярмарки поздравил заместитель главы Нерюнгринской районной администрации Александр Трофимов. Но не все желающие смогли в этот день представить свою продукцию. У нас сельхозтоваропроизводители не просто вкусная еда, но это еще плюс обеспечение продуктовой безопасности. С нашими ковидными ограничениями многие хотели приехать, но не смогли. Эти ограничения нам помогают сейчас именно сохранить эпидситуацию у нас в районе. Товар быстро разошелся с прилавков, что не может не радовать продавцов. А покупатели остались довольны свежим ассортиментом представленных товаров. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Харанском наследии Мегино-Кангаласского района открыли бюст видному государственному и общественному деятелю Якутии Аялу Степанову. Свой путь становления Аял Степанов начинал с самого детства в родном Мегино-Кангаласском районе. Именно там были заложены истоки его любви к родной земле и патриотические чувства гражданина республики. Аял Степанов был профессионалом, организатором аграрной науки и производства. Душой и сердцем Аял Иванович был истинным патриотом своей родины, своего села. Он всегда думал и заботился о селянах, о развитии сельского хозяйства. Мы будем всегда помнить нашего коллегу, друга Аяла Ивановича Степанова. Картина якутского режиссера Владимира Мункуева «Нуча» участвует в основной конкурсной программе открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Мероприятие стартовало 18 сентября в Сочи и продлится до 25 сентября. Всего в основном конкурсе представлено 15 кинокартин. Фильм «Нуча» покажут в Зимнем театре 20 сентября в 19:30 по местному времени. В основу сюжета легли произведения польского писателя и этнографа Вацлава Серашевского. Действие разворачивается в Якутской области в конце 19 века. Напомним, ранее фильм «Нуча» выиграл гран-при конкурса на международном фестивале в Карловых Варах. Булочка с авокадо из чистого золота стоимостью 2,5 миллиона евро стала настоящей сенсацией Берлинской недели искусства. Произведение под названием «Кто хочет жить вечно» – новая работа немецкого художника Тима Бенгеля. Экспонат включает в себя 27 отдельных кусочков 18-каратного золота общей стоимостью 300 тысяч.
По словам художника, своей работой мастер хотел запечатлеть дух времени нашего поколения. Наибольшего реализма удалось добиться благодаря реальной булочке, которая послужила макетом для экспоната. Изделия отсканировали в 3D-формах, в которые затем залили почти 10 килограмм жидкого золота. После окончания Берлинской недели искусства необычный экспонат можно будет увидеть и на других выставках в Майами и, возможно, в Великобритании и России. Берлинская неделя искусства продлится до 19 сентября. Сначала идет тыквенная булочка, затем первый уровень – 5 ломтиков помидора, после листья рукколы – это 10 хорошо отполированных листьев рукколы. Затем идут 5 ломтиков авокадо. Между ними вы также можете увидеть луковые кольца разных размеров, всего их 5 штук. А сверху все накрывается булочкой с тыквенными семечками. И с разных сторон бейгл выглядит по-разному, идеального плана не существует. Иногда что-то выпадает из него, как авокадо на этот раз. 17-летний студент из Ленинградской области Владислав Иванов с помощью друзей построил полноценную железную дорогу на даче. Для Владислава это первый проект, который он воплотил в жизнь. На его создание у молодого человека и единомышленников ушел год и почти 400 тысяч рублей. 250 из них – это изготовление самого трамвая. Подробности в сюжете Ульяны Шагиной. Трамвай номер 1 отправляется в путь. Недолгий, всего 120 метров. Но главное здесь не протяженность маршрута, а то, что сделан он своими руками. Трамвай работает на аккумуляторах, которых хватает на целый день. Автором чудо-техники стал Владислав Иванов. Студент решил не ждать окончания учебы, чтобы воплотить детскую мечту в реальность. Это точная копия в масштабе 1 к 2 трамвая немецкого 1911 года. У нас вот здесь находится аккумуляторный отсек, посередине находится электромотор. От него протянуты 2 цепи к 2 колесным парам. Собственно, по управлению все довольно-таки просто. Были заказаны детали, также по интернету собрана электрическая схема, все работает. Заряда аккумулятора хватает на целый день катания, ставим заряжаться просто на ночь. Рельсы из металлической трубы, шпалы – это покрашенные деревянные бруски. На дачной железной дороге есть стрелочный перевод и светофоры. На создание дороги его вдохновили работы других местных энтузиастов, на чьих участках Владислав увидел пути и поезда. Строил почти год, не один, помогли друзья и близкие. Некая поддержка, вот, допустим, шпалы тоже помогали прокладывать. У нас просто еще ребята есть, они, к сожалению, не смогли присутствовать. Но как-то так вот. То есть вот укладывали, покрывать специальным составом эти шпалы. Это работа тоже такая весьма. Максимальная скорость трамвая 25 км в час. Это не намного медленнее его подлинника. Если с виду конструкция выглядит замысловато, в управлении все иначе. В планах у юного Кулибина достроить вокзал с 2 платформами, добавив пассажирский и грузовой вагоны. Мы сделаем платформу, освещение и прочую инфраструктуру. Также удлиним путь, сделаем грузовые пассажирские вагоны. А в ближайшем обозримом будущем, это где-то 3-5 лет, планируется паровоз. Вот, пока что у нас есть чертежи, и в скором времени начнем потихоньку его делать, потому что это дело не быстрое, сложное, но и интересное. В семье Владислава изобретению только рады. Они уже придумали способ, как использовать трамвай в быту. К примеру, возят на нем стройматериалы или дачный урожай. Ульяна Шагина, Владимир Борисов, Ленинградская область. Предлагаем вашему вниманию брифинг по избирательной кампании. Узнаем о текущей ситуации на избирательных участках. Предлагаем послушать. Эльвира Трофимовна, добрый день. У нас проходит последний день выборов и голосования. Расскажите, как проходит голосование в столице региона и в других районах Якутии? Какова явка на этот час избирателей? Добрый день, уважаемые якутяне. Да, действительно, наше многодневное голосование завершается. Через 5 часов все наши избирательные участки закроются, и члены избирательных комиссий приступят к процедуре подсчета голосов избирателей. По данным, только что полученным, на этот момент в Центре избиркоме республики по Якутии проголосовало 274 867 избирателей. Это получается явка на уровне 41,5%. Традиционно активно голосуют жители Анабарского, Оленёкского
Горного, Усялданского, Абыйского районов и ряда других наших районов. Что касается крупных городов республики и столицы нашей Якутии, то там явка фиксируется на уровне прошлых лет, когда проводились федеральные уровни. Ну так, например, в Нерюнгринском районе явка на 15 часов составила 34,5%, в Мирнинском 33,87%, Ленском 39,09%, Алданском 37,07%. В городу Якутску явка на уровне 36,93%. Так, уважаемые наши зрители, якутяне, я напомню, что сегодня у нас в республике проходят выборы не только депутатов Госдумы, также состоятся выборы, дополнительные выборы в 2 одномандатных избирательных округах по выборам народных депутатов Республики Саха-Якутия. И вот по Колымо-Индигирскому избирательному округу явка составляет более 39% на 15 часов. По университетскому округу 45,74%. Также у нас на этих выборах состоятся 76 избирательных кампаний муниципального уровня. Так, сегодня мы выбираем глав 2 муниципальных районов, Булунского и Жиганского. Также жители нашей республики избирают глав 37 поселений в республике. Еще состоятся выборы 4 представительных органов в районах и 13 представительных органов в муниципальных образованиях нашей республики. Это был брифинг Центральной избирательной комиссии Якутии по 3-дневным выборам 2021 года. К этому часу это вся информация. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь с нами на телеканале Якутия-24.